Всем привет! Сегодня я расскажу о камере Nokia N8. И камера у нее действительно выдающаяся по меркам смартфонов. Причем, как отлично пишет видео, так и фото. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, как вы, наверное, знаете, он изначально, Nokia N8, позиционировался как камерафон. И есть почему. Камера 12 мегапикселей, но важны же не только мегапиксели, а также размер матрицы и, собственно, оптика. И с этим у N8 тоже все в порядке. Матрица одна из самых больших в классе, как вы видите, прям вот большое окошечко, не такое, как обычно бывает у мобильников, а матрица, сопоставимая размером с матрицами цифровых фотоаппаратов мыльниц. А оптика используется Carl Zeiss, знаменитый TSR, причем светлый, 2,8, автофокус присутствует, то есть все дела отлично реализованы. Ну и видео N8 пишет в 720p, ну и давайте, собственно, раз я заговорил о камере, давайте я покажу ее интерфейс, но по большому счету разницы какой-то нет. Итак, во всем деле мне поможет кружка Нескафе. Как говорится, ребята, цените. Здесь могла бы быть и ваша реклама. Загружается фотоаппарат. Как видите, и в принципе меню очень похоже на то, что было у Symbian 1. Единственное, что добавилась функция слежения за лицом. Она действительно работает, если наводить, ну, фокусируется фотик, ну, N8 как фотоаппарат фокусируется на лице, собственно, человека. Ну а дальше параллельно вспышкой вынесено сюда. Как всегда, сетка миниатюр, режим съемки, всевозможные выданные режимы. Потом вот обнаружение лица, как видите, эффект цвета и так далее. То есть, в принципе, ничего такого нового нет. И есть, собственно, настройки камеры. Как примерно все то же самое. Можно выбрать три типа качества. Обычный 640 на 480, 720p, как здесь. Или же использовать для 3 как она, 3GP, этот формат устаревший тоже видеозаписи. Плюс, что еще интересно, здесь это наличие ксеноновой вспышки. Это не дает возможность использовать телефон как фонарик, но при этом, собственно, сам фотоаппарат работает гораздо лучше в ночных условиях, то есть ночные портреты получаются просто хорошо. Ну давайте я ради все-таки интереса нажму, ну вот пошла видеозапись, когда отжимаем, он и предлагает нам посмотреть ролик. Это, собственно, что касается видеосъемки. Перейдя в фотосъемку, ну вот так вот, раз, фотографируем. Я не сфокусировался, поэтому не очень в фокусе. Можно сразу что-то отредактировать. Можно сразу послать в социальные сети одним кликом или удалить, собственно. Это вот что касается камеры. В завершение этого обзора я хочу сказать, что я выложил фотки, в которых проводится сравнение с обычным фотоаппаратом мыльницей. Можете посмотреть альбом, они подписаны, одни как N8, вторые как Samsung L830. Вы, ну, и можете сами самостоятельно сделать выводы. В принципе, на вопрос, может ли заменить обычную мыльницу N8, да, может. И пример видео я тоже сделал. Причем я так думал, какой же сюжет выбрать, и ничего получше не придумал, как сделать маленькую, так сказать, отсылку к братьям Люмьер и снял прибытие поезда. Я видео выложу исходник, ну и отдельно залью на YouTube, чтобы можно было посмотреть. На этом, я думаю, про камеру все. Всем пока.